Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим на тему одежда. Каждый народ имеет свою особенную культуру, свой фольклор, свои традиции, у них есть свои легенды, и все это отражается на одежде. Каждая нация, каждая национальность имеет свою специфическую одежду, которой она может гордиться всегда. Это сохранение национальной идентичности именно отражается в первую очередь в одежде и в тех украшениях, которые, например, носят дамы той или иной определенной национальности. История классической якутской одежды уходит к XIII веку, и именно с этого периода начинается отслеживаться развитие трансформации якутского национального костюма. Особенные климатические условия, конечно, диктуют свои требования, и любую одежду якуты старались качественно, хорошо утеплять. Делалось это с помощью шитья различных видов шуб из меха диких животных. Обувь традиционно изготавливалась из шкуры домашних животных. Она особенным образом обрабатывалась, и из нее в последующем шили очень качественную, хорошую обувь, которая могла долго носиться и могла защищать от тех или иных климатических невзгод. Каждая одежда, она украшалась особенными орнаментами. Орнаменты носили не только эстетическую функцию, но и сакральную. Каждый элемент орнамента вышивался с особенным замыслом, в соответствии с положением человека, который носит одежду, с возрастом, с полом человека, и каждый элемент, каждый узор, он нес свой особенный смысл. Особенно тщательно шили костюмы для женщин. Якутский женский традиционный костюм насыщен разными знаками и символами. Все цвета, узоры, орнаменты, украшения, подвески женской одежды имеют определенную смысловую нагрузку, связанную с традиционным мировоззрением. Самым старым элементом якутской моды признан костюм тангалай. Он отличается следующими особенностями. Изделие изготавливалось из сыромятной кожи, на рукавах располагались вставки из натурального меха. Декорирование на уровне талии происходило посредством присоединения украшений из металла, а по бокам имелись длинные разрезы. Современные жители Якутии, конечно же, не используют подобные костюмы в повседневной жизни. Якутская одежда, как и костюмы любого народа, изменялась с течением времени. Если изначально она изготавливалась из замши, отделывалась меховой опушкой, декорировалась вышивкой из бисера и при этом использовались металлические украшения, то с появлением русского населения в костюме якутов появляются такие элементы, как складки, оборчатые манжеты, рукава, воротники. И они были взяты за основу якутскими мастерицами и трансформированы под требования наших особых климатических условий. Это очень жаркая пора, например, летом, и очень холодная наша суровая зима. Женщины Орловской и Курской губерний носили платье, которое похоже на наш халадай. Халадай это платье широкого покроя с широкими рукавами, и оно традиционно было длинным или средней длины.
Сохранилось вот даже созвучие в названии, потому что такие платья, например, у русских, они назывались холодайкой, потому что в них было очень уютно, комфортно, например, в жаркую летнюю пору. Следующее заимствование произошло у народов Восточной Азии. Мы заимствовали халатообразный крой одежды с цельно кроенными рукавами. Такие костюмы наши женщины носили, например, летом поверх тех же платьев холодай. Существуют следующие виды якутских костюмов. Например, самое первое – это повседневный костюм. Повседневная одежда, она предназначалась для работы, для охоты, для поездки в какие-то дальние, например, места. Она очень простая по крою, удобная, комфортная для носки. Она не сковывает движение и, конечно же, соответствует погоде. Второй вид национальной одежды – это ритуально-обрядовый. Ритуально-обрядовый у нас бывает в основном двух видов. Это шаманские костюмы и свадебные наряды. Сначала я вам немножко расскажу о шаманском костюме. Шаман на свою одежду нашивает специальные символы и знаки. Его костюм оснащен специальными железными элементами и иногда бывает очень длинная бахрома. У многих народов Сибири шаманский костюм символизирует птицу, но не обычную простую, а небесную, чистое создание. Только надев такой костюм, шаман получает возможность летать и может таким образом побывать в разных мирах. Наиболее ярко вот именно этот смысл символической птицы, он отражен в длинной бахроме. Она собой воплощает перья, и таким образом они помогают вот шаману передвигаться по разным мирам. Образ костюма птицы символизировали и фигурные изображения птицы, которые нашивались в виде подвесок на сам кафтан и нагрудник, который прикреплялся к головному убору. Эти изображения обозначали духов-помощников шамана и имели вид разных птиц: орла, например, журавля, утки, и символизировали самого шамана, который в виде орла, например, сражался со злыми духами и таким образом спасал, например, деток от какой-либо тяжелой болезни. Каждый элемент в данном костюме носит очень сложный вот именно смысл и означает определенные моменты жизни самого, например, шамана, человека, который носит вот этот костюм. Второй вид ритуальной одежды – это свадебная одежда. Здесь в большинстве случаев в основном обращали особое внимание наряду невесты, и наряд невесты в зависимости от положения его семьи, например, от достатка этой семьи, он имел те или иные определенные какие-то элементы. А свадебный наряд невесты состоял из ровдужной, например, рубахи, мехового пальто, тангалай, о котором мы говорили, меховой дахи, большой шапки меховой, наличного покрывала аннах, натазников, ноговиц и торбасов. Одежда у якутов имеет несколько значений, при этом это, конечно же, соответствие вот природным каким-то климатическим условиям, а второе эстетическое. Есть также еще третье значение. Третье значение показывало именно положение вот семьи, которой принадлежит, например, наша невеста. И когда у богатого, влиятельного человека рождалась дочь, он загодя начинал готовиться к свадьбе. И за все то время, которое вот именно с рождения до свадьбы, все родственники собирали ее наряд и готовили
с помощью различных мастеров, мастериц готовили ей одежду и украшения для будущего замужества. Третий вид одежды якутов – это нарядная одежда. Нарядная одежда предназначалась для праздников и для гостевых посещений, потому что вы знаете, что раньше у нас якуты жили по аласам. И когда они собирались куда-либо, это вот означало, что они собирались целое путешествие. И, конечно, соответственно, они должны были пересечь различные местности, встретиться со множеством людей. И для того, чтобы показать, например, свою состоятельность, свое вот именно богатство и так далее, то, конечно, они наряжали самые лучшие свои одежды. Да? Материал при этом использовался тоже различный. Для тонких, например, рубашек, платьев и пальто использовались ситец, сатин, шелк или, например, атлас. Сами, конечно, понимаете, что шелк это очень такой дорогой был материал, и не все его могли использовать. И, конечно, в большинстве случаев якуты обходились, например, ситцем. Вот. Наиболее часто в обиходе носились, вернее, кафтаны с широкими рукавами и поясом. На ноги надевались кожаные штаны и меховые носочки. И в зависимости от погоды надевались либо тканевые рубашки, закрепленные ремнем в области талии, и одежда сама вот именно зависела в первую очередь, конечно, от погодных условий. Традиционные представители якутской народности носили большое количество украшений, о которых мы с вами чуть более подробно поговорим позже. Крой женских костюмов схож с мужскими аналогами, отличие наблюдается только в декоративных элементах. Гардероб коренной жительницы Якутии обязательно включает в себя аннах, то есть это специальная ткань, которая покрывает лицо. Повседневная одежда, конечно, изготавливалась из более прочных материалов в целях, конечно, в большей степени практичности. Следующее, что я хотела бы вам сегодня рассказать о том, какие же, например, элементы присутствуют в одежде женщин. Это рубашка из грубых элементов, например, из толстой, например, ткани в большинстве случаев. Это кожаные панталоны, например, это шуба, в зимний период она носилась. Это гетры, которые шили из кожи, они были без ступни. И большая, например, меховая шапка. Шапка осенне-весенний период шилась не из меха, не из шкуры диких животных, а, например, из плотной ткани. И, соответственно, от времени года она немножко утеплялась тоже. Вот. На следующих фотографиях вы видите, например, наряд мужчин. Наряд мужчин, он более скромен в оформлении. Повседневный гардероб отделывался массивными меховыми вставками в области воротников. Головной убор обязательно должен был быть практичным. И в особенно сильные морозы мужчины, они носили не просто шапку, но еще поверх носили специальные накладки, чтобы защищать уши от холода. Самой ключевой и важной составляющей мужского костюма является пояс. Чем был влиятельнее и богаче, например, человек, который носил вот этот пояс, тем он был щедро украшен, например, различными серебряными вставками. Если человек, например, якут попроще, носил пояс с металлическими вставками, например, с металлическими бляшками, украшающими пояс, то более богатые люди, они носили, конечно, такие поясы с серебряными вставками. На пояс крепились, например, кисет,
в котором держали табак, крепился нож. Ножны при этом были очень щедро украшены тоже различными орнаментами. И также небольшой, например, кошель с деньгами. Костюм для детей практически ничем не отличается от одежды взрослых людей. Он полностью аналогичен. Детские платья для девочек являются уменьшенной копией женского платья халадай. Для мальчиков, для парадного костюма, конечно, шили такие же камзолы, как и для взрослых людей. Головные уборы обязательно отделывали и утепляли мехом. Поверх коротких штанишек с наколенниками, которые шили преимущественно из волчьей шкуры, надевали однобортный кафтан или меховую шубу с передним разрезом. Для детей шили шубы с короткими рукавами. Якутский национальный костюм обладает рядом особенностей. В самую первую очередь, конечно, надо обратить внимание на материал, из которого изготавливается одежда. Для пошива одежды использовалась кожа, замша, мех. При этом мех всегда играл роль утеплителя. Это только сейчас мех, например, используют уже больше в эстетических целях. Нашитый на края рукавов мех препятствовал проникновению холода, например. Вторая особенность – это крой. Якутский наряд имеет прямой крой. Такая необходимость также вызвана именно холодным климатом местности, где мы проживаем. И третья особенность – это украшения. Якутские женщины, например, издавна славятся своим мастерством расшивать бисером одежду. Это умение передается из поколения в поколение, от матери к дочери. Кроме бисера использовались различного рода подвески из разных видов металла, из серебра, например, из латуни, из бронзы. Вот эти подвески издавали легкий такой звон, и этот звон, считалось, отгоняет злых духов. Украшения в основном, как я и говорила ранее, делались из меди, латуни или бронзы. Особенно ценились украшения из серебра. К золоту якуты относятся с легким пренебрежением, да, потому что они раньше считали, что золото не слишком отличается от бронзы, а серебро, в отличие от золота, имело свойство, по их мнению, защищать от злых духов. Помимо прикладного значения, обращаю ваше внимание, украшения носили несколько функций, и в основном это, конечно, они носились в качестве оберегов, да, и они также еще декларировали социальный статус того человека, который носит вот эти украшения. Сейчас мы с вами пройдемся по словарю, по терминам, которые обозначают предметы одежды. Сначала мы с вами начнем с обуви. Я буду вам называть предметы одежды, обуви на якутском языке, давать перевод и еще раз повторять название данного предмета одежды на якутском языке. Ынах этербес – торбаса из коровьей шкуры. Ынах этербес. Сары этербес – это торбаса, которые шиты из конской кожи. При этом они имеют свою специфику в отношении выделки. Сары этербес. Сары этербес – это торбаса из ровдуги. Тюне этербес – торбаса из лосиной ровдуги. Сылгытыга этербес
Тарбаса из конских лапок. Сылгы тыга этербес. Таях тыга этербес. Тарбаса из лосиных лапок. Вы слышите, вот все время повторяется словосочетание тыга этербес. Тыс — это лапки, да, вот шкура снята именно с лап животных. Это и, например, лось, да, это лошадь, это, например, олень. И в зависимости от материала меняется первое слово. Затем идет вот именно словосочетание тыга этербес. Этербес — это тарбаса. Сары этербес. Сылгы тыга этербес, таях тыга этербес. То есть мы говорим о различных материалах, из которых изготовлены, например, традиционные тарбаса. Үллүк сутуро. Үллүк сутуро. Это одежда, которая надевалась на бедра. Куруму. Куруму. Это обувь очень высокая. Сейчас, например, длинные резиновые сапоги, например, якуты называют курумысаппыке. Значит, это вот болотные длинные сапоги, да, которых голенище, например, доходит до паха. Вот. Куруму. Куруму. Кобах куллука. Кобах куллука. В древние времена якуты не умели вязать, например, да, вязать. У нас не было таких животных, которые давали бы обильную, например, шерсть, из которой можно было бы связать те или иные вещи, да, например, овечья шерсть, вот, у нас такого не было. Поэтому носки, например, были меховые и назывались куллуку. Кобах куллуку. Значит, это носки из заячьего меха. Кенче. Кенче. Отличие вот этих носок заключается в том, что они были из какого-либо определенного, например, материала. Это могли быть суконные носки. Кенче. Кенче. Чтобы зимой с земли сильно холодом не тянуло, в обувь, конечно же, вкладывали стельки. Стельки у нас называются угуння. Угуння. От глагола угар. Угуння. Вот вложили, это и называется вот угуння. Да? Укпуттар. Угуння. Тангас куллука. Это портянка. Тангас куллука. Портянка. Халадай ырбахы. Халадай ырбахы. Это платье, да, женское платье. Его другая разновидность джогджурда халадай. Джогджурда халадай. Это платье, например, с кокеткой. Вот. Сон. Шуба. Сон. Шуба. Если в русском, например, слове сон идет с длинным произношением звука о, то здесь очень короткое произношение. Вот мы говорим быстро. Сон. Сон. Это означает шуба. Это также может означать пальто, например. Давайте мы приступим к украшениям. Илин кебихер. Илин кебихер. Это нагрудное украшение. Келин кебихер – это наспинное украшение. Илин кебихер спереди, келин кебихер сзади. Ытарха – серьги. Ытарха – серьги. Серьги тоже изготавливались из разного материала, да? И были разного вида. Бигилях. Бигилях – это кольцо. Бёрох. Бёрох – это браслет. Бёрох.
Солкокор – пояс из шелка. Солкокор – пояс из шелка. Шелк – солко, кур – пояс. Бастыңа – это головной женский убор. Туахта – это круглая пластинка, которая крепилась к головному убору. Носит особенный сакральный смысл. Если вот эта круглая, например, металлическая бляшка располагается на лбу, то она именно защищает мысли человека, да, мысли человека. Если, например, на висках располагается, то это тоже предназначено для защиты человека. Салбылат – шаль. Здесь тоже вы замечаете, что это привезенный предмет одежды, да, но очень полюбившийся нашим, например, предкам. Салбылат – шаль. Сал – шаль. Былат – платок. Ütülük. Ütülük – это рукавицы. Рукавицы тоже шились из разного материала, утеплялись мехом и обязательно украшались орнаментом. Ыстан – это, например, штаны или брюки. Ыстан. Вы заметили, наверное, что очень много заимствованных из русского языка слов. Это вот именно происходит из-за взаимодействия разных народов, да, это нормальное явление, обычное явление, и мы все сейчас вот именно наблюдаем трансформацию якутского костюма. Сейчас происходит очень большое именно увлечение именно введением этнических мотивов в современную одежду, и якутский костюм также претерпевает такие же трансформации. Сейчас очень многие мастерицы шьют уже не в традиционном формате якутский костюм, а они уже шьют одежду для своей семьи, именно стилизованную под якутские мотивы с использованием традиционных узоров, орнаментов. И те же, например, орнаменты, те же украшения, они носят тот же смысл. Национальная одежда – это воплощение нашего фольклора, нашей истории, это воплощение нашей культуры. Таким образом мы должны сохранять нашу культуру, нашу историю. И для того, чтобы сохранить национальную идентичность, мы должны сохранять умения наших мастериц. Сейчас мы с Лидой покажем вам якутские украшения и будем называть их. Первое украшение – это бастыңа, это головной убор. Украшается разными подвесками и различными орнаментами. Давай вместе скажем. Бастыңа, бастыңа. Бастыңа изготавливается из разных материалов. Например, эта бастыңа изготовлена из бисера. Здесь вы видите защищающие обереги, пластинки в виде солнца и такие вот красивые висящие элементы, да, которые издают при ходьбе небольшой такой тихий звон. Сейчас я хочу вам показать илинкебихер. Илинкебихер – это украшение, которое девушки надевают на праздники. Здесь мы видим тоже илинкебихер изготовленный из различных материалов. Это изготовлено из металла с добавлением бисера. А этот илинкебихер, который вы видите на Лиде, он изготовлен из бисера, да, расшит бисером.
Давай вместе скажем илин кебихер. Илин кебихер. Илин кебихер. Нагрудное украшение вы видите, например, разное. На мне украшение изготовлено эвенской мастерицей. На Лиде украшение изготовлено якутской мастерицей. Они разные по выполнению, по украшению и по символам. В якутских илин кебихер преобладает солнце, в эвенских, например, изделиях преобладает, например, представители животного мира. Здесь вы видите символ птицы. Сейчас я вам покажу. Бёрох. 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 Это браслеты. Браслеты надеваются на руки. Традиционные якутские браслеты, они бывают широкие, так как тоже носят сакральный смысл, и они должны защищать человека, который их носит, так как считается, что здесь у нас идет сосредоточение нашей жизненной энергии. Вот. И последнее, то, что я хотела вам показать, это серьги. Серьги по-якутски называются ытарха. 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 Спасибо большое за внимание. На этом наш урок заканчивается.